таким образом отстраиваем свое тело, делаем ноги на ширине плеч или на ширине таза, чтобы вам было комфортно, стопы параллельно друг другу. Плечами мы делаем круг вперед, вверх, назад, чтобы чуть-чуть раскрыть грудной отдел, но не сильно, да, это не сильно раскрыть, а чтобы, возможно, вот это вот привычное положение грудного отдела раскрыть слегка, да. И руки свободно опускаются по боковым линиям вниз. Затем мы чуть-чуть смягчаем колени и делаем вот такое движение, как бы таз подкручиваем вперед, да? Вернее, таз наклон назад, копчиком идем вперед. В этот момент колени смягчаются, и у нас выравнивается поясничный отдел позвоночника. Да? То есть у нас тут прямо становится, энергия циркулирует свободно, и подбородочком мы идем к себе, такое движение делаем, и макушкой вот начинаем вытягиваться вверх. Это движение для того, чтобы выпрямить шейный отдел позвоночника. То есть максимально делаем положение позвоночника прямым, да, в этом положении. То есть ощущение, как будто я чуть-чуть присела на что-то, и мне это комфортно, да, стопы параллельно друг другу, чтобы как бы ощущение такой устойчивости было в стопах. И затем мы от копчика чувствуем такое вырастание вверх, да, голова как воздушный шарик, образ, и позвоночником вытягиваемся вверх. Можно без образов просто почувствовать, как будто меня что-то тянет вверх, да, за макушкой и дальше, макушкой вверх. В этот момент весь позвоночник вытягивается, да. Оздоравливается позвоночник, пространство межпозвонковое увеличивается. И вот мы одновременно оставляем макушечное вытяжение всем позвоночником, да, мы тянемся вверх, 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 а плечами и всем телом стекаем вниз. Стекаем — это значит, как будто утяжеляемся, но при этом это не напряжение, а расслабление. Да? Я такая расслабилась, но за счет того, что у меня позвоночник вытягивается, я не падаю, я не сгинаюсь, я одновременно вытягиваюсь вверх и одновременно расслабляюсь всем телом вниз. И вот просто стоим и чувствуем, как это в моем теле ощущается, да? Как я себя чувствую вот в этом ощущении вытяжения вверх и стекания вниз. И начинаем просто осознавать себя в своем теле, чувствовать, да? Вот мои стопы, вот я хорошо, устойчиво стою, да? Можно чуть-чуть подвигаться, чтобы почувствовать, как мои стопы сцепляются с поверхностью пола, татами. Я устойчива, да? И затем постепенно внимание подниматься до коленей, затем по бедрам до таза, и поднимаясь вниманием, как бы расслабляем все тело, да, возможно, там обнаружатся какие-то зажимы, и мы, как бы, мешающие нам стоять, да. Суть в том, чтобы стоять в расслаблении, а в этот момент могут обнаружиться напряжения, и мы своим, как бы, вниманием можем их расслабить, там, как бы, когда чаще это делается, да, нарабатывается навык. И вот мы чувствуем свой таз, живот, расслабляем живот. Затем выше по позвоночнику чувствуем свою спину, мышцы спины. Можно просто закрывать глаза, можно направлять взгляд в какую-то точку и делать такое периферическое зрение, как будто я все одновременно вижу и ничего конкретного, да, конкретно ни на чем не фокусируюсь. Затем плечи чувствуем, руки, как свисают. Плечи у меня вот здесь ослабляются, тоже стекают вниз. И чувствую вот это вытяжение позвоночника вверх. И какое-то время просто отстраиваем себя в пространстве, да, отстраиваем себя в теле. Вот мои стопы, вот мои бедра, вот мои руки. Да. Соединяемся вниманием со своим телом. Чувствуем границы своего тела. Чувствуем себя в своем теле. Себя в центре своего тела. Чувствуем вот это состояние «я здесь». Мыслями, вниманием, ощущениями. И затем переводим внимание на дыхание.
И просто чувствуем, что вот дыхание происходит. Вот происходит вдох, расширяющий меня, да? А на выдохе я как бы сужаюсь немножко к центру. Вдох, расширение. Выдох, сужение к центру, как воздушный шарик. То есть мы специально ничего не делаем, просто обнаруживаем, что дыхание происходит. Происходит вдох и происходит выдох. Опять же повторю, что в тайцзи важно состояние, поэтому мы уделяем этому время перед практикой. Можно расслабить лицо, возможно, какие-то зажимы в челюсти или во лбу. Отпустить важность происходящего, просто почувствовать такой комфорт размещения в своем теле, что мне комфортно, мне приятно чувствовать свое тело. Да, поза дерева часто это называется, лобовое состояние, то есть ощущение, что мои стопы укоренены, а макушкой я тянусь вверх, как дерево. Дерево одновременно корни и крона, которая растет вверх. И вот это мы проживаем в своем теле. И затем мы к своему дыханию добавляем руки. Мы делаем вдох, и руки поднимаются вверх. Происходит выдох, и руки опускаются вниз. То есть соединяем наш вдох и наш выдох. Свой вдох, свою длину вдоха с руками, движение рук вверх, и свою длину выдоха вниз. И вдох можно почувствовать, как он расширяющий, то есть как мы вчера делали, расширяющий и происходящий во весь объем грудной клетки. Да? Свободный, расширяющий вдох. И последний раз. И затем переходим к разминке. Просто немножко пройдемся по суставам. Можно также оставаться вот в этой позиции с мягкими коленями и делаем круговые движения этими плечами. Вдох вперед, вверх, выдох назад, вниз. Опять же, соединяйтесь со своим дыханием, не с моим, то есть не с моей амплитудой и длиной, а с вашей. Поэтому внимание ваших плечевых суставов, дыхание. Исследуем подвижность своих плечевых суставов. Да, ну, вот, замечательно, значит, живое. И то же самое назад, вверх, вдох, вперед, вниз, выдох. И последний раз. Затем вытягиваем себя вверх. Чувствуем вытяжение вверх. Немножко постоим в этом. От стоп, прям вытяжение до кончиков рук. Коленки прямые сейчас? Да, можно... Нет, можно немножко смягчить, но не сильно, да? Чтобы не прогибаться в пояснице.
И чувствуем вытяжение вверх. И затем, сохраняя это вытяжение, на вдохе будем наклоняться вниз. Вдох, наклон вниз. Выдох вверх. Вдох. И чувствуем натяжение вот этой боковой поверхности тела. Вверх. И опять же, ваша длина вдоха и ваша длина выдоха. Вдох вниз. Выдох вверх.